Россия все-таки вмешается в конфликты? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое резонансное событие произошло и почему это всех насторожило. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого актуального. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе визита в Астану проведет в четверг встречу с лидерами Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, где обсудит конфликты на границе двух стран и предложит начать трехсторонние переговоры по демаркации спорных участков границы, заявил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Мы с обозначенностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана. Любой такой конфликт и трения между союзниками по ОДКБ могут быть использованы недоброжелателями для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе, подчеркнул Ушаков. Помощник президента Российской Федерации акцентировал внимание на том, что Россия выступает за урегулирование подобных конфликтов политико-дипломатическим путем. Россия выступает за дипломатическое урегулирование пограничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном и готова подставить свое братское плечо, оказать любое приемлемое для Бишкека и Душанбе содействие, в том числе в процессе делимитации демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, уточнил Ушаков. Он сообщил, что Россия предложит Душанбе и Бишкеку трехсторонние консультации на уровне экспертов. На саммите предложим кыргызским и таджикским партнерам провести дальнейшие трехсторонние консультации на других уровнях, на уровне экспертов, чтобы кыргызы и таджики находились в постоянном диалоге. К этому диалогу мы всегда готовы подключиться и принять во встречах экспертов активное участие, добавил Ушаков. Напомним, что масштабные боестолкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана произошли с 14 по 17 сентября. Стороны до сих пор обвиняют друг друга в обстрелах. Как вы относитесь к такой идее? Ведь это, по сути, вмешательство третьих лиц. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 18 сентября в ситуацию вмешался президент Российской Федерации Владимир Путин. Он провел телефонные переговоры с лидерами двух стран и обсудил с ними ситуацию на границе. Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему регулированию ситуации исключительно мирным политико-дипломатическими средствами. Говорилось тогда в сообщении Кремля. 25 сентября представители Таджикистана и Кыргызстана подписали протокол об урегулировании ситуации, в которой договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс ее делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по 4 пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты. Эмомали Рахмон вечером прилетел в Астану, где примет участие в 3 мероприятиях. Визит продлится до вечера 14 октября. 13 октября Рахмон принял участие в 6-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем также приняли участие 11 глав государств, 1 вице-президент Вьетнама, 1 заместитель председателя КНР и 5 министров, отмечает МИД Казахстана. Встреча проходила под председательством президента Казахстана. Утром 14 октября планируется участие Эмомали Рахмона в очередном заседании Совета глав государств СНГ, а уже после него президент Таджикистана примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и России. В ходе этих встреч будут обсуждаться перспективы сотрудничества стран в различных сферах. В пресс-службе президента Республики Таджикистан ранее не исключили вероятность двухсторонних встреч таджикского лидера с коллегами из других стран. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.